Поступил вопрос, что на современном этапе мешает достижению единства аварской нации, комплексе. Что этому мешает их? Таких факторов множество. В первую очередь это мешает разносторонность векторов развития, которые пытаются навязать аварскому народу. То есть, давайте их разделим, чтобы было более яснее. Вектор первый – это политическая сила, которая, религиозная политическая сила, возглавляемая муфтиятом. Вот она пророссийский ориентированный вектор развития, но при этом даже у них очень сильные тенденции джихадистского толка периода времени XIX века. Второй вектор силы – это тот же самый религиозный фактор. Это оппозиция официальному духовному управлению и основе своей руководство ее, которое за границей находится. Но и они точно так же, они более еще радикализированы, и они однозначно уже призывают к джихаду, к войне против Российской Федерации. Тезисы здесь, конечно, выглядывает в купе тем, которым старшее поколение нашего народа подчевали всю историю коммунистического нашего прошлого, то есть национально-освободительная борьба. Но при этом нужно обуславливать, какую нацию и от чего или от кого они пытаются освободить. Если религия это несет в основе своей космополитические убеждения, то национально-освободительный фактор, когда говорят, то есть речь идет о нации, а не религиозно-освободительные тенденции, да, то тут, конечно, перемешано все, перемешаны понятия. Мы хотим ни того, ни другого. У нас третий вектор развития. Есть другие силы тоже, менее значимые. Это чиновничья братья, да, которые у власти, она тоже, условно скажем, пророссийская. Почему? Потому что если вдруг мы видели такие там про силы, пророссийского характера, просоветского характера в том же Афганистане или там и в дальнейшем проамериканского характера, но тем не менее они при отсутствии сильной власти, они превращаются просто в пыль. Мы же говорим о национальном векторе развития, а не религиозном. А религия – одна из форм этого развития комплексно, если подходить к этому. Так, потом еще какой вектор у нас есть, что мешает нам объединяться, да? Это разночтение исторического характера, особенно к событиям XIX века. Вот. Не все так гладко и гламурно все было в XIX веке, касаемо создания там государственного образования имамат. И это образование не имело свою власть на всю территорию нынешней, скажем, даже Республики Дагестан. И более того, не имело даже на всю территорию проживания аварского народа. К примеру, общества Джара аварские не входили в имамат. Также некоторые другие населенные пункты не входили. И
Да, были какие-то из них добровольцы, но суть, например, из 40-тысячного джара всего там 200-250 максимум добровольцев, которые за все время были. Оно, конечно, м, даже не 1%, полпроцента населения, даже если с близкими людьми ихними, э, это 1%, 1,5%, если даже будет, она не имеет существенного влияния. Еще один момент, который это разночтение, это некие спорные моменты между различными аварскими джамаатами, общин. Это в прошлом, которые были. Вот это 4 фактора. И но самое главное, я считаю, тот фактор, что у нас нету своей республики, нет своей идеи, вокруг чего мы должны объединяться и к чему мы должны стремиться. Ну, вот как раз таки создание своего национального кластера внутри Республики Дагестан в составе Российской Федерации, естественно, в виде нашей национальной республики, я думаю, будет сильным вспоможением на пути к тому, что мы хотим, что мы желаем, к чему мы должны стремиться.